на перроне огромное количество чемоданов, и вдруг она говорит: жаль, что мы не захватили с собой пианино. Не остроумно, кто-то сказал Эфенди. Может быть, но именно на пианино я оставила все наши билеты. Как-то я спросил уже в конце жизни, где бы вы хотели оказаться, Фаина Георгиевна, в раю или в аду? На что она ответила: в раю, конечно, было бы предпочтительнее из-за климата, но я предпочитаю ад. Почему ад, Фаина Георгиевна? Из-за компании. В гостях, которые намеревались прийти к ней вечером следующего дня в гости, она заметила: когда будете на моей лестничной площадке, громче и сильнее стучите ногами в дверь. Почему ногами, Фаина Георгиевна? Ну как же, вы же не с пустыми руками ко мне придете. Сидя на даче вечером, она глубокомысленно заявила: сегодня утром я убила 5 мух. Причем из них 2 самочки и 3 самца. А как вы определили пол, Фаина Георгиевна? Ну как же, 2 из них сидели на зеркале, а 3 на пивной бутылке. Брежнев Леонид Ильич, наш генсекретарь, вручая очередную награду в Кремле, ей прикрепляя на грудь медаль, наклонился и тихо шепнул: «Муля, не нервируй меня». На что она его громко ответила: «Леонид Ильич, что вы, меня так называют хулиганы и пионеры». «Но я вас очень люблю», — сказала. Вот и мы ее до сих пор очень и очень любим.